Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем нашу передачу «Якут сегодня». И темой нашей передачи сегодня будет алкоголь и преступность. Передачу проведу я, Данилов Игорь Васильевич, директор ОНО «Наш выбор трезвость», исполняющий обязанности председателя Общественной наблюдательной комиссии Республики Саха-Якутия. И со мной гости: Жигусов Юрий Иннокентьевич, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук. Добрый вечер. Иванов Серафим Серафимович, директор общественной организации социальной защиты «Гразды». Здравствуйте. И Корякина Зинаида Ивановна, доцент, юридический факультет СФУ, кандидат юридических наук. Добрый день. Еще раз здравствуйте. Сегодня наша тема, как я уже сказал, алкоголь и преступность. Поговорим о том, что люди, которые испытывают тягу к алкогольному употреблению, нарушают закон чаще других. Выпивший человек ведет себя неадекватно. И потеря самоконтроля может стать часто причинением вреда как собственному здоровью, так и окружающих людей. И как часто происходит, потрезвевший человек на утро не может объяснить причины своего вчерашнего поведения, что там произошло. И поэтому преступление, совершенное по причине употребления алкогольных напитков, не является смягчающим обстоятельством. Так? Угу. Человек несет уголовную и административную ответственность за свои поступки в полной мере. Юрий Иннокентьевич, можете вы рассказать о том, какова статистика на сегодняшний день или за прошлый год в состоянии преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения? Вообще пьяная преступность, преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, статистика очень противоречивая, да? И до сих пор значительная часть населения, жителей Якутии, они находятся в заблуждении, потому что в средствах массовой информации часто повторяется тезис о том, что люди стали совершать пьяные преступления чаще, больше. Но если посмотреть по статистике, это таковым не является. Сейчас, в данное время, с каждым годом пьяная преступность у нас снижается. Почему хочу объяснить, почему так получается, что так часто говорят о повышении, да, уровня пьяной преступности. Дело в том, что качество статистической информации, регистрируемость пьяных преступлений, само по себе такая процедура очень сложная, да, долгая, и требует много времени, и вплоть до 2012 года оно велось на неудовлетворительном уровне, потому что часть пьяных преступников, да, часть пьяной преступности, где-то около 30-40%, оно не регистрировалось как пьяная преступность, да, как состояние алкогольного опьянения. И поэтому 2012 года полномочия по регистрации и контролю статистики и статистического учета передали прокуратуре. И под строгим контролем прокуратуры статистику стали лучше регистрировать. И за счет того, что стали регистрировать, качество регистрации повысилось, соответственно, статистика показала такой рост преступности. У нас с 2011 года идет резкий рост преступности, то есть регистрируемости, да, и еще на уровень преступления, статистическому учету, влияет введение новых норм, да, в уголовном законодательстве. То есть введение только одной нормы, изменение уголовного законодательства. В 2015 году была введена норма
уголовная ответственность за повторное пьяное вождение. И за счет этого также резко выросла преступность, регистрируемость преступности. Да? А раньше это было как административная ответственность, а теперь повторное пьяное вождение стало таким, уголовное, стало предусматриваться уголовная ответственность. И за счет этого у нас в статистике произошел такой взрыв. Да? Но начиная с 2016 года, в 2016 году как пик регистрируемости преступлений, сейчас по настоящее время идет постепенное, плавное снижение преступности, пьяной преступности. То есть. И также можем посмотреть те составы преступлений, которые в большинстве своем совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Это убийство, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои, угоны, они даже кражи, 50% случаев, да, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Вот эти показатели у нас снижаются, постоянно снижаются из года в год. Так что более-менее, да, статистика показывает, что есть эффект от принятых мер, да, которые действуют в нашем регионе. То есть временные ограничения, сокращение количества магазинов, алкомаркетов, да, оно непосредственно действует на уровень пьяной преступности. Спасибо. Я буквально несколько минут назад посмотрел на сайте прокуратуры Республики Саха-Якутия подтверждение ваших слов, да. Из общего числа расследованных преступлений 2515 удельный вес 3,4,6% совершено в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель снижен на 11,3%. То есть цифры говорят о том, что действительно идет снижение. Да, так и происходит. Да. Так, по поводу вообще каковы с точки зрения юридической, можете нам рассказать, Зинаида Ивановна, что влечет закон говорит о том, что состояние опьянения не является каким-то оправдывающим фактором. Можете нам рассказать? Здравствуйте еще раз. Наш коллега Юрий Иннокентьевич нам продемонстрировал вопрос снижения пьяной преступности. Хотелось бы, чтобы снижение было бы существенным, да, чтобы эта преступность была искоренена. Почему? Потому что по уровню пьяной преступности можно судить о развитии в целом, да, государственном развитии, общественном развитии, о том, насколько высок или низок уровень правового сознания населения данного государства и в целом, как государство заботится о своих людях, о своих гражданах. Получается так, что, с одной стороны, государство наказывает строже за пьяные преступления, а с другой стороны, вроде бы разрешает производство алкогольной продукции и соответственно, состояние трезвости, в общем, нигде никак не регулирует в правовом плане, то есть не признает как правовую ценность. Поэтому мы видим сейчас двойной подход, двойные стандарты. Но учитывая, что Уголовный кодекс Российской Федерации в статье 63 это перечень отягчающих преступлений обстоятельств, включает также совершение преступления в состоянии опьянения, учитывая, что состояние опьянения также является одним из оснований для более строгого подхода и суда, и органов следствия, дознания к лицу, совершившему преступление. Каждый должен заранее знать, что
употребление алкоголя, злоупотребление алкоголем может привести вот к таким плачевным результатам, да, потому что мы все знаем, что употребление алкоголя является сильным нейротоксическим ядом, который повреждает мозг, человека вводит в временное замутнение рассудка, и в состоянии в таком, да, человек может совершить преступления, причем самые тяжкие из них — это убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и так далее. И потом, как правило, обвиняемые раскаиваются в совершенном преступлении, стараются убедить суд и следствие, что они не помнят ничего, да, что они неосознанно, неумышленно совершали преступление, поскольку, находясь в вот таком вот одурманивающем состоянии, они не могли контролировать свое поведение. Но, к сожалению, законодательство такое поведение не учитывает как смягчающее обстоятельства, наоборот, квалифицирующие признаки преступления, если они совершены с состоянием алкогольного опьянения, они отягчают наказание в 2-3 раза. То есть категория преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, может привести к тяжким или особо тяжким. То есть там верхний предел назначаемого наказания, самого строгого в виде лишения свободы, от 5 до 15 лет или выше. Поэтому лица могут, которые совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, им особо рассчитывать на какое-то милосердие и суда, и следствия в связи с этими обстоятельствами. Но, наверное, это не следует, это неправильно, потому что уголовный закон строже подходит к таким преступлениям. Спасибо. Несколько лет назад был такой вот резонансный случай с актером Ефремом, да? Да. Потому что многие считали так, человек выпил, сел за руль, я же никому не причиняю вреда. Спокойненько доехал, тем более у меня такой большой опыт вождения. А некоторые даже говорят, я пьяный езжу лучше, чем трезвый, да? И вот этот случай, который произошел, в котором действительно погиб человек, он говорит о том, что наше государство действительно озабочено тем, что вот происходит, потому что многие, как я помню, мнения многих людей разделились, потому что одни были за то, чтобы человека наказать, привлечь его к уголовной ответственности, а многие говорили о том, что ж там такой вот произошел случай, как вот вы можете прокомментировать? Человек, который садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, он уже становится потенциальным преступником. Почему? Потому что, учитывая влияние алкоголя на физиологическое состояние человека, учитывая то, что это вещество может изменять рассудок, менять волю, да, и нейросистему в мозге человека, в любом случае есть потенциальная опасность того, что человек совершит преступление. Даже если он этого не хотел, даже если он к этому не стремился, само состояние алкогольного опьянения может ослабить его волю, его самоконтроль, поэтому может усилить, возможно, еще и агрессию, возможно, еще и искажать какие-то его отношения к окружающим, поэтому, исходя из этого, человек является уже потенциальным преступником. И каждый, кто осознанно употребляет алкоголь, который добровольно вводит себя в такое состояние, он должен прежде всего это учитывать. Поэтому наше государство, наши законы вынуждены были сделать так, чтобы совершение преступления в состоянии опьянения относилось бы к более тяжким категориям. Это вынужденная мера, чтобы каждый понимал и осознавал. Да, конечно, потому что такие слова, я не знал я не думал, да, и вообще человек такой положительный, это уже из разряда, какого-то совершенно несерьезных вещей. Каждый гражданин должен осознавать, что он несет ответственность прежде всего, не только перед самим собой, потому что часто бывают случаи, особенно у нас
в республике, где у нас холода, минуса. Человек вышел на улицу, а поскольку алкоголь создает такое ложное представление, да, что ему жарко, раздевается, и в итоге человек получает переохлаждение. Ну, состояние алкогольного опьянения – это человек выходит из-под контроля, да, ну, когда он трезвый, да, до того, как он выпил, думает, что я сейчас немножко выпью, да, и все будет в порядке, да, буду себя держать под контролем, я не совершу там, ну, не сяду пьяным за руль, там, никого там не причиню вреда никому. Но большинство вот таких несчастных случаев, вот это преступления, они происходят спонтанно, незапланированно. Вот у нас Якутия этим отличается, да? У нас на самом деле большинство населения очень такое правопослушное, да, порядочное население, но где-то половина преступлений происходит в состоянии алкогольного опьянения. Вот Якутия входит в десятку или в пятерку регионов, где значительная доля, да, самой наибольшей долей преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. И это характеризует республику, то, что вот человек выпивший, он теряет свой контроль, да. И если вот добиться уменьшения потребления алкоголя, то у нас вот преступность будет снижаться. Чем меньше будет потреблять население алкоголь, чем меньше потребления, тем ниже уровень преступности будет. И про обморожение, да, холодовые травмы. У нас медицинская статистика показывает, что от холодовой травмы, от обморожений погибает больше людей, чем в ДТП. Это нашей республики. И смерти от холодовых травм это на 100% это действие алкогольное. Когда человек, уже выпив лишнего, он становится беспомощным, падает на холоде и замерзает. Ну и не только, конечно, в морозы, потому что я вот лично знаю несколько случаев, когда вот летом, да, рыбаки или просто вот на наших пляжах санкционированных, несанкционированных происходит утопление. То есть люди выпили, да, вроде бы человек хорошо плавает, и тем не менее с организмом уже, естественно, что-то происходит, потому что токсин. Ну, человек переоценивает себя, да, вот состояние алкогольного опьянения, думает, что я переплыву, да, вот эту реку, да, и переоценивает себя, свои возможности, и в результате тонет. Ну, да, это потому что вот много бывает несчастных случаев, не только там обморожение, утопление, там переоценил свои возможности, там что-то вот решил там пойти на риск, где-то вот пройти, может быть, да, или ну, в общем, большинство вот несчастных случаев, они как раз связаны с тем, что человек, он неосмысленно, без здравомыслия совершает какие-то действия, что приводит, конечно, вот к таким вот печальным последствиям. Что мы можем еще сказать по влиянию алкоголя? Это не только вот преступность, но, естественно, вот это снижение каких-то вот качеств как работника, да? То, что ведет к постепенной деградации. Потому что... Ну да, вот если взять вот советское время, вот местное население, оно славилось вот трудовыми подвигами, да? Вот, и после того, как произошла массовая алкоголизация, вот, оказалось, что у нас таких трудоспособных людей очень мало. И, да, и не только в нашей республике, это по всей России это наблюдается. Главный потребитель это мужчина, да, который вот, работает таких, на рабочих должностях, да, вот это силовые, где-то требуется сила, там, выносливость. И из-за этого вот много людей спилось, мужского населения, вот стали привлекать вот мигрантов, да, трудовых мигрантов. Одна из причин вот это привлечения, да, из-за этого массовая алкоголизация подкосила массу мужчин, и это сейчас пытается вот компенсировать мигрантами, трудовыми мигрантами. И это, в свою очередь, тоже вносит большое напряжение, да, в обществе. Действительно, это так, потому что у меня вот много знакомых, которые строятся, да,
строят дома, они нуждаются в квалифицированных рабочих, строителях. И оказывается, у нас в республике большая проблема найти опытного строителя. Мы прерываемся на рекламу. Будьте с нами. Мы продолжаем нашу передачу. С вами я, ваш ведущий Данилов Игорь Васильевич, и мои гости Жигусов Юрий Иннокентьевич, Иванов Серафим Серафимович и Корякина Зинаида Ивановна. Мы продолжаем. Поступил телефонный звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот если я выпиваю пиво, допустим, каждый день, там, бутылочку, две, там, ну и в выходные могу постоянно, вот, там, допустим, или немного выпить, или с друзьями в гараже посидеть чуть-чуть, вот, но это систематически происходит. Вот, охарактеризуйте, вот, все-таки это нормально, ненормально, или я веду здоровый, трезвый образ жизни, я же, как бы, не напиваюсь там сильно, да, вот, и я просто хотел как-то, думал, может вообще как-то избавиться, но у меня не получается, потому что все-таки, когда вот я пиво вечером выпиваю, я чувствую себя таким, ну, расслабленным, меня алкоголь как-то расслабляет. Вообще вот охарактеризуйте, да, вот это нормально или нет вообще. И если это ненормально, то есть где-то у нас в Якутске возможность, допустим, кто-то может помочь, допустим, и как-то сделать так, чтобы я там меньше выпивал или вообще не выпивал. Спасибо за ваш вопрос. Я, наверное, отвечу. Скорее всего, вам нужно задать, наверное, себе вопрос. Вообще мешает вам употребление? Потому что если вы каждый день в течение там долгого времени, то я полагаю, что какая-то вот сложилась, наверное, определенная зависимость. Потому что человек, которому просто так не может расслабиться, это говорит о том, что уже что-то не так происходит. Вы можете ответить на этот вопрос? Нет. Но в целом у нас, конечно, есть... Можно обратиться в наркологию. У нас работает прекрасный анонимный кабинет. Также можно обратиться в Республиканский республиканский центр. И также обратиться можно в общество «Трезвая Якутия». Есть у нас содружество группы взаимопомощи «Анонимные алкоголики». Можно обратиться туда. Потому что на самом деле, в первую очередь, на мой взгляд, когда человек вот, понимает, что есть проблема, если человек это осознает, то, на мой взгляд, это уже большая часть сделана. Да, Это уже положительный результат. Если человек сам задает себе такие вопросы, задумывается об этом, это уже огромный положительный результат. Это уже шаг первый, мне кажется, им сделан. Ну, часто люди, в большинстве случаев, они отрицают свою зависимость. Да. Вот. Даже человек часто выпиваешь, он говорит, у меня нет зависимости, все нормально, могу дальше сколько угодно так выпивать. А этот вот радиослушатель, он понял, что это наступает, что как-то это не то делает, да, вот, это уже... Сам бросить не хочу уже говорить. Да, сам бросить не хочет? Не хочу, не могу говорить. Не могу, куда да. обращаться? Ну, все равно есть же, вот, значит, у человека есть осознание, что формируется какая-то зависимость, он желает... Уже сам не могу. Да. Здравствуйте, мы вас слушаем. Ага. Я 10 лет тому назад читала статью газеты «Крым», когда я выписывала много газет, журналов, тогда там была статья корреспондента Лыткина. А он обращался к молодым людям. Пожалуйста, не начинайте пить пиво. Все обследовано,
пиво Запада, которые отправленные, и водка, они замешаны наркотиком. Поэтому тяга очень сильная. Я дети войны, например, никогда не пила, никогда не курила. Молодежь обращается сейчас Говорите. Продолжайте. Дети обращаются... Нужно провести Да. разъяснительную работу широко, поэтому нужно детей обучать с малых лет, любить землю, расти растения и так далее. А алкоголизм уже распространена, сейчас почти очень сложно, я думаю. Всего доброго, хорошего. Спасибо за вопрос. Да, я постараюсь ответить на этот вопрос. Действительно, поскольку я являюсь координатором движения добровольцев «Общее дело», наша организация работает с молодежью, со школьниками, и где вот мы проводим профилактические занятия по материалам, которые прошли всевозможные экспертизы, одобрены Министерством просвещения и науки, и во многих школах такое движение, оно как бы идет, и ребята изучают не только вот материалы. Можно начинать с самых первых классов начальных, там тоже мультфильмы, фильмы. Они вот изготовлены вот так, что недолго, но очень познавательно. Также в течение 5 лет «Общее дело» проводит конкурс, в котором ребята учатся профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, учатся работать в команде, также учатся проявлять ораторские способности. И потом уже, когда они получают вот эти знания, они в процессе сами уже идут проводить уроки в своих школах или в других там образовательных учреждениях в формате сверстник к сверстнику. Таким образом, как бы у нас появляется большой вот потенциал людей, которые осознанно не только понимают о том, что вот алкоголь как влияет на организм, и табак или наркотики, так они еще проводят профилактическую работу среди молодежи. И, естественно, когда это совершенно другой уровень, когда ребята слушают таких же ребят, им становится интересно. Да, и вот хочу еще подчеркнуть, что нынешняя молодежь, она более информирована, потому что вот ряд общественных организаций, учреждений, вот отдельные лектора, они проводят эти занятия, да, чтобы разъясняющие молодежи о вреде табака, наркотиков и алкоголя. И я думаю, если сравнить с моим поколением, нынешняя молодежь, она более информирована. Это можно посмотреть по возрастному составу преступников. Да? Сейчас, если 90-е, начало 2000-х годов 60% преступлений совершали молодые люди до 29 лет, 60%, то этот показатель сейчас упал до 35%, до 30%, 2 раза упало соотношение преступных. Сейчас пьяное преступление совершают в основном люди среднего, старшего возраста. Вот. Спасибо. Мы хотели бы еще... В первой части мы говорили о том, как вот алкоголь влияет на человека, на его поведение, и что в этом состоянии человек совершает преступление. Сейчас бы мы хотели поговорить о тех мерах, которые направлены на профилактику. И я хотел бы задать вопрос Серафиму Серафимовичу. Вы уже много лет занимаетесь ресоциализацией, социализацией людей, которые вот были там, имели зависимость или имеют. Что бы вы могли рассказать о своей деятельности, о своей работе? Я председатель общественной организации «Алмаз». Мы работаем с 2015 года. Через нашу организацию реабилитацию прошли более 300 человек. Сейчас у нас реабилитационный центр уже на 50 мест. У нас годичная программа, полгода ресоциализации и полгода социальной реабилитации. Ресоциализация у нас
проводится в Кобяйском Улусе, село Орлах, у нас есть там вторая организация, сельскохозяйственная реабилитационная коммуна. Но человек, долгое время употребляющий алкоголь, там, наркотики, теряет свои вот трудовые навыки и вообще вот деградирует. Ну, для этого и первое время вот медицинскую интоксикацию, реабилитацию проходит в наркологическом диспансере, у нас с ними соглашение. Потом проходит через Кангаласский реабилитационный центр, там чуть более-менее вот входит программа 12 шагов, там с ним работают равные консультанты, психологи, клинический психолог, все эта реабилитация он проходит, и уже почти через полгода приходит к нам. И у нас, проходя вот всю нашу программу, и уже имея нормальную ремиссию уже 1,5 года, как алкозависимый возвращается в социум. За 6 месяцев мы должны возвратить его в социум. Кого вот семью, кого это к родственникам, кто вот на работу устраивается, кто много кого на учебу устроили из молодых парней. Кто есть такие, кто школу закончил, потом СПО закончил и сейчас уже на высшем учатся. С 1 января работает федеральный закон о пробации. Вот что вы можете вот сказать, вот какие вообще вот меры поддержки вам оказывают? Потому что я так понимаю, что люди, которые отбывшие наказание, будут к вам прибывать. Мы примерно по такой же системе работаем давно с УФСИНами. Кто освобождается, кто вообще некому идти, у кого есть реабилитационный потенциал, пытаются психологи выявить и отправить к нам, чтобы вернуть уже в социум. С реабилитационным потенциалом людей. И сейчас закон вступил в силу, госорганы работают, мы тоже уже начали свою работу, уже первые люди к нам уже приходят, буквально вчера где-то с Приморья, с зоны тоже человек приехал. А что нужно для того, чтобы к вам? В смысле, как попасть, позвонить надо или какие-то вы можете рассказать об этом? Что человек должен сделать, чтобы пройти именно мероприятие по ресоциализации? Через наркологию, через УФСИН или через ТИРЯК, ОСЗН. Мы со всеми работаем по соглашению. Спасибо. Я хотел напомнить, что у нас в студии работают телефоны, можно позвонить, это 32 00 66 и 32 11 66. Звоните, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Что касается работы с УФСИНом, я как являюсь членом общественно-наблюдательной комиссии, действительно вижу, что в учреждениях находится очень много людей, которые попали туда по причине как раз употребления алкоголя, наркотиков. И этот закон о пробации как раз позволяет многим людям пройти находясь в местах лишения свободы и уже по выходу. И, насколько я знаю, учреждением, руководством колонии и самим руководством управления проводится работа такая, чтобы люди понимали, что этот закон как раз направлен именно на защиту их прав. И также, что у них есть возможность как-то не идти по такому принципу, как раньше у нас была такая комедия, да, в Советском Союзе, украл, выпил в тюрьму, а была возможность именно исправить это постоянный круговорот. И на вашей практике люди они исправляются, да? Есть такие успешные, когда они побывали у вас, потом как-то социализировались и 70-80%. Это здорово. 70-80% возвращается в нормальную жизнь. Да. Это очень большие показатели. Так, конечно. Всякое бывает, по срыву тоже. Это обычно где-то
успешность бывает 10-20%, это считается нормальным, да? Вот в других. Так оказывается. Да. К нам приходят же мне всякие эти, лекторы там эти, и говорят, вот, у них, оказывается, вот, по наркомании, если даже 6 месяцев ремиссии они делают, это большой успех. Да. А у нас это конкретно в сельскохозяйственной коммуне там наркотиков нет. Ну, по идее, да, необходимо, наверное, все-таки работать не с последствиями, а с первопричинами, чтобы не допускалось в целом и пьяных преступлений, и чтобы, соответственно, вот мы бы не получали такие результаты на выходе. Поэтому, мне кажется, все-таки должна быть очень четкая, слаженная работа по, значит, профилактике пьяной преступности и в целом пьяных правонарушений, то есть совершаемого состояния алкогольного опьянения, какие-то четкие ориентиры должны быть. Я, насколько знаю, до сих пор не приняты на государственном уровне декларация, или как называлась, по профилактике алкоголизации населения. Госпрограммы же нету до сих пор, да? Не принято же еще. Ну, концепция есть, но она такая спорная, да? Там, например, там написано, там развитие винной промышленности. Да? Какое отношение имеет это профилактика алкоголизма? Вот. Ну, у нас должны быть определенные четкие законы, да? Должна проводиться четкая антиалкогольная политика с четкой позицией государства, что алкоголь это зло. Да. А у нас, как говорится, вот ни туда, ни сюда, да, вот противоположные какие-то ставятся задачи. Например, Минпромторгу ставится задача наращивания вот это производства, продажи вот крымских вин, там, например, да, вот алкогольной продукции. А Минздрав выдается вот сокращению потребления алкоголя. Какая-то вот получается шизофреническая ситуация, когда вот задания, да, государственные, да, государство, оно противоречит друг другу. Я думаю, что, наверное, прежде всего нужно, чтобы люди вот были информированы, потому что большинство вот людей, оно считает, что это нормально, потому что мы же не алкоголики, мы же работаем, там все у нас нормально. Но если вот подумать о том, что вот даже взять вот всякие там какие-то веселые истории, анекдоты, они вот как раз вот именно вуалируют эту проблему. Вот фильмы те же самые. Поэтому мы должны вот заботиться о том, чтобы максимально информировать о том, что, к чему это приводит. То есть это перепрограммировать, скажем так, выпускать какие-то информационные сюжеты, выпускать какие-то вот видео, потому что вот, да, спасибо всем за сегодняшнее участие в нашей передаче. Я думаю, что это было всем полезно и надеюсь на то, что этот цикл будет продолжаться. Спасибо.